Здравствуйте, уважаемые читатели, а также зрители Якутского Саха-информационного агентства. Якутия продолжает находиться на самоизоляции. Конечно, жизнь не может просто так замереть, происходят разные события, в том числе и чрезвычайные происшествия. Именно на страже жизни и здоровья граждан находятся сотрудники регионального МЧС, ведь по данным ведомства за сутки в России при ликвидации техногенных пожаров спасается 88 человек. А на 17 апреля в Якутии зарегистрировано 6 техногенных пожаров. На кадрах, которые вы сейчас видите у себя на экранах, пожарные службы ликвидируют возгорание в одном из складов Якутска. Люди рискуют не только в огне, но и в воде. Напомним, 15 апреля большинство ледовых переправ Якутии было закрыто. Делается это, конечно, не для того, чтобы позлить народ, а в целях безопасности. Инспекторы ГИМС ежедневно проводят рейды. 14 апреля на территории городского округа города Якутск были закрыты все ледовые переправы. Это по маршруту Якутск-Нижний Вестях, Кангаласы-Сотинцы и Хатасы-Павловск. Была осмотрена ледовое покрытие, и по состоянию этих ледовых перепад и с выходом воды на лед было принято решение их закрыть. Уважаемые граждане, имейте в виду, что на сегодняшний день выезд на ледовую переправу, он административно наказуем. Вы можете быть привлечены к административной ответственности. Помимо этого, вы рискуете не только своей жизнью, но и жизнью тех пассажиров, которые вы пытаетесь перевезти по этой реке. Поэтому настоятельно рекомендую не пытаться выезжать на эти ледовые переправы. Для этого будут осуществлены специальные маршруты сюда на воздушной подушке для перевозов пассажиров и также грузов. И именно особо обратить внимание, потому что структура на данных ледовых переправах, она меняется. Она сейчас более становится лед пористый, имеются трещины, имеются выбоины, и на поверхности льда под водой вы, конечно, их не можете не заметить. Поэтому выезд и движение по любой ледовой переправе или ледовой поверхности, это грозит очень большим последствиям, как провал автомашины, либо вынос из колеи в колею. Тем самым, если вы, допустим, будете пытаться передвигаться в ночное время, вы можете заблудиться. Соответственно, после закрытия данных ледовых переправ активизирует работу административной комиссии и ГИБДД города Якутска. Будут выявляться нарушители, с ними будет проводиться профилактическая беседа, а также административное наказание в виде административного штрафа. Стоит об этом учитывать. Готовятся в Якутии и к паводкам, и к сезону лесных пожаров. Так недавно в Якутию прибыл мобильно-приемно-передающий комплекс, не имеющий аналогов в России. Оборудование предназначено для приема и регистрации информации со спутников дистанционного зондирования Земли, что позволит своевременно определить паводковую обстановку, очаги возгорания во время лесных пожаров на территории Дальневосточного и Сибирского федеральных округов, а также оценить масштабы техногенных катастроф. Как заявил заместитель начальника Главного управления Национального центра управления в кризисных ситуациях Сергей Калугин, основное преимущество оборудования — мобильность в сочетании с современным комплексом технических средств. Это позволяет в кратчайшие сроки свернуть комплекс в походное положение и осуществить его доставку в требуемую местность назначения автомобильным, железнодорожным или авиационным транспортом. Как видим, жизнь кипит и не думает останавливаться. У нас на связи руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Якутии Ксения Рахматуллина. Ксения, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, где вы находитесь и что происходит? Здравствуйте. Сейчас мы находимся в районе Кангаласского мыса. В республике идет активная подготовка к весеннему половодью. Превентивным мероприятием реки Лена. А именно, в настоящее время идет распиловка ледоставов. Спасатели МЧС России осуществляют безопасность проведения мероприятия, а сотрудниками ГИМС выставлен пост, ограничивающий движение на несанкционированных съездах транспорта. Также для контроля проведения превентивных мероприятий работает оперативная группа 5-го пожарно-спасательного отряда города Якутск. Спасибо. Кстати, нельзя не спросить, как МЧС работает в связи с коронавирусом, в каких сферах борьбы задействованы сотрудники? В связи со сложной эпидемической обстановкой сотрудники ведомства работают в режиме повышенной готовности. В готовность к реагированию на пожары и другие возможные происшествия ежесуточно находятся свыше 1000 человек состава и более техники. Также режим функционирования повышенной готовности установлен для всей территориальной подсистемы региона единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ксения, спасибо. Скажите, пожалуйста, ведь несмотря на самоизоляцию, каких опасностей стоит остерегаться нашим гражданам? О чем стоит помнить? В первую очередь гражданам следует помнить о соблюдении требований пожарной безопасности, тем более следить за малолетними детьми и детьми в период их дистанционного обучения. Сейчас дети большую часть времени дома. Профилактика соблюдения правил безопасности и обращения с электроприборами и печным
направлением и источниками огня приобретает особую актуальность, как вы понимаете. И в период дистанционного обучения на дому, а также во время каникул или отдыха детей, они не должны быть предоставлены сами себе. Нужен постоянный родительский контроль. Я бы хотела добавить, что сейчас сотрудники ГИМС работают в усиленном режиме. Ежедневно проводится более десятка рейдов предупреждения возникновения происшествий и гибели людей на водных объектах республики. И день на территории республики большинство ледовых переправ запрещены к эксплуатации. За эти дни на нарушителей составлены более 10 административных дел. Кроме того, совместных рейдов в ГИБДД, также с сотрудниками ДПС проводится фотофиксация автотранспортных средств. Места для дальнейшего рассмотрения дел. Уже предусмотрены статьей 9.10 Кодекса административных правонарушений Республики Саха-Якутия. Отлично, спасибо большое, Ксения. Всего доброго, до свидания. О текущей обстановке рассказала руководитель пресс-центра МЧС по Якутии Ксения Рахматуллина. А мы напоминаем, чтобы люди соблюдали режим самоизоляции и были бдительны.